И в завершении выпуска шорт-трек начинает обретать популярность в Якутии. Но несмотря на статус олимпийской дисциплины, в республике работают всего 3 тренера по этой дисциплине. И Мирный является одним из 3 районов, где ведут занятия по этому виду спорта. Анна Винокурова продолжит тему. Несмотря на то, что в Якутии снег лежит с октября по апрель, зимних видов спорта здесь не так много. Причина тому – нехватка специализированных баз для тренировок. В Мирном ситуация значительно лучше. На крытых площадках дети могут заниматься такими видами спорта, как хоккей, шорт-трек и фигурное катание, не завися от внешних условий. Уже на протяжении 9 лет во Дворце спорта «Кимберлит» работает секция шорт-трека. 2 группы тренируются детей. Около 15-10 человек каждая группа. Одна утренняя группа с утра, которая проходит, и вечерняя группа. Ну, после обеда, скажем так, не вечерняя. В утренней группе тренируются дети, которые начинающие, скажем так, 1 год, 2 года занимаются. Ну, а здесь ребята занимаются по 3-4 года. Шорт-треком в этой секции занимается около 30 ребят. По сравнению с другими видами спорта, это небольшой показатель. Владимир Ковалев – один из 3 известных в республике тренеров по шорт-треку. По его словам, поддержки со стороны Министерства спорта у этого направления практически нет. По одному очень сложно тренировать. Тут как бы сложно сказать. Перспектив, скажем так, пока очень мало. Да, как бы. И финансовая тоже составляющая очень важна. Сейчас как бы с этим сложно. Каждый год все меньше и меньше денег выделяется на самом деле. Шорт-треком в Мирном занимаются дети 7 лет. Исключение – 6-летняя Вика Орлова. Она здесь уже 2-й год, занимается 3 раза в неделю. Девочка мечтает обогнать ребят постарше и стать большим спортсменом, когда вырастет. Мне папа с мамой заставили это делать. Мне тут нравится. Тут надо обгонять, тут классный шаг делать. Успех спортсмена обеспечивает соревнования. Это справедливо для любого вида спорта. Сильные конкуренты помогают достичь еще больших высот. Из-за того, что в Якутии шорт-трек еще не сильно развит, ребятам приходится соревноваться между собой. Но несмотря на это, у тренера и у юных спортсменов большие планы на будущее, а главное – стремление к высоким спортивным достижениям.